Салям алейкум, здравствуйте. В прямом эфире телеканала «Милет», программа «Бызымок Кымыс. Наше право». Я ее ведущая Оксана Лобода. Сегодня мы поговорим о том, как возместить материальный и моральный вред, причиненный жизни или здоровью. А также мы узнаем о порядке защиты прав в суде в таком случае. А у нас в гостях сегодня старший прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Республики Крым Анна Корчагина. Анна Владимировна, добрый вечер. Добрый вечер. Анна Владимировна, давайте, наверное, для начала мы разъясним нашим телезрителям, о чем идет речь. Какой вред может быть причинен вообще в целом жизни и здоровью граждан? Да, хотелось бы здесь немножко остановиться на том, что охрана здоровья и жизни гражданина – это неотъемлемая часть деятельности государства, и охрана здоровья находится под защитой государства. Если мы говорим о вреде, причиненного жизни и здоровью, то речь идет как о причинении как морального, так и материального вреда. В большинстве случаев практика судов складывается таким образом, что чаще всего граждане идут с исками в суд о возмещении вреда, причиненного в результате как дорожно-транспортных происшествий. Это может быть вред, причиненный в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи. Кроме того, это в результате совершения преступления, то есть причинения каких-либо телесных повреждений гражданину. А также это могут быть травмы, полученные на производстве. Но, опять же, на сегодняшний день наиболее многочисленной категорией дел, рассматриваемых судами, является все-таки возмещение вреда, причиненного здоровью в результате дорожно-транспортных происшествий. То есть чаще всего именно... Чаще всего, да, у нас именно по ДТП. Спасибо. Я хочу напомнить нашим уважаемым телезрителям, что мы работаем в формате прямого эфира. И прямо сейчас вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос нашему гостю по теме нашей беседы. А говорим мы сегодня о том, как возместить материальный и моральный вред в случае причинения его человеку. Скажите, пожалуйста, Анна Владимировна, вот вы упомянули о возможности причинения вреда человеку. Это моральный и материальный вред. Подробнее, что такое подразумевают под собой эти термины? Если мы говорим о моральном вреде, то в данном случае следует понимать вред, причиненный, то есть это физические и нравственные страдания, перенесенные гражданином в результате неправомерных действий либо бездействия иных лиц, посягающих на нематериальные именно блага гражданина. То есть в данном случае это жизнь и здоровье граждан. Но, во-первых, данный вред может выражаться в физических страданиях в результате перенесенной боли от нанесенного увечья либо повреждения здоровья гражданина. Кроме того, это могут быть нравственные страдания в связи с потерей близкого родственника, либо физические и нравственные страдания в связи с перенесенной болезнью в результате получения травмы какой-либо. Если же говорить о материальном вреде, то материальный вред подразумевается под собой вред, причиненный имуществу гражданина, который выражается в понесенных расходах, либо в неполучении доходов, которые гражданин мог бы получить, если бы ему не был причинен вред его здоровью. К примеру, это могут быть расходы гражданина на лечение, на санаторно-курортное оздоровление. Кроме того, это может быть приобретение медицинских препаратов каких-либо. То есть все, что связано с расходами и непосредственно имущественными благами самого гражданина. Куда в первую очередь необходимо обратиться человеку в случае, если он считает, что ему был нанесен материальный или моральный вред причинен? Но прежде всего следует отметить, что государство гарантирует каждому право на судебную защиту, что предусмотрено статьей 46 Конституции Российской Федерации. Кроме того, право обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых свобод, прав и законных интересов гражданина предусмотрено также статьей 3 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации. И указанным кодексом предусмотрено, что иски о возмещении вреда здоровью рассматриваются судами районными и рассматриваются также судами общей юрисдикции. По общему правилу гражданин вообще обращается в суд с исками и заявлениями по месту жительства ответчика, либо по месту нахождения организации, которыми был причинен непосредственно вред. Но в данном случае иски о возмещении вреда, причиненного здоровью, гражданами могут подаваться как по общему правилу, то есть по месту нахождения ответчика, либо по месту жительства самого истца, либо опять же по месту причинения самого вреда. Но здесь еще стоит отметить важный момент, что в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации граждане, которые обращаются в суд с такими исками, они освобождены от уплаты государственной пошлины.
Ну, что тоже, да, Да. немаловажно. Скажите, пожалуйста, а утверждены ли законом, установлены ли какие-то общие правила, да, вот, порядка возмещения вреда, причиненного здоровью или жизни человека? Да, безусловно, такие правила имеются, и в соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный имуществу либо личности гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, которое причинило указанный вред. Но, опять же, законом обязанность возмещения вреда может быть также возложена на лицо, которое данный вред не причиняло. К примеру, на законных представителей возлагается обязанность по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним ребенком, либо лицом, признанным судом в установленном порядке недееспособным. Кроме того, обязанность по возмещению расходов также может быть возложена на родителей, лишенных родительских прав, за вред, который причинен их несовершеннолетними детьми в течение 3 лет после лишения родительских прав. Если само поведение ребенка, которое причинило вред в последующем, стало следствием ненадлежащего исполнения именно родителями данных родительских обязанностей. Угу. Вот, то есть, если я правильно поняла, да, то есть вред возмещает тот человек, которым установлено, что именно он нанес этот вред, да, причинил этот вред. Да, действительно, есть такое-то общее правило, но, опять же, из этого правила есть свои исключения. Так, у нас в соответствии со статьей 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, это может быть использование транспортных средств, механизмов, это, опять же, может быть использование сильно действующих ядов, химикатов, взрывчатых веществ. Обязаны возместить вред, причиненный этим источником повышенной опасности, в полном объеме, даже при отсутствии вины. Если они не докажут, что, опять же, данный вред был причинен либо вследствие умысла самого потерпевшего, либо вследствие какой-либо непреодолимой силы. И обязанность на возмещение такого вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, владеющего источником повышенной опасности, на праве собственности, на праве оперативного управления, либо на праве хозяйственного ведения, либо это же могут быть какие-то иные законные основания. Это у нас может быть договор аренды, также это может быть доверенность на право управления транспортным средством и другие законные основания. Кроме того, следует здесь также отметить, что при рассмотрении данной категории дел суд должен также учитывать причинение вреда вследствие поведения самого потерпевшего. То есть у нас могут быть случаи, когда вред причинен вследствие умысла самого потерпевшего и вследствие его грубой неосторожности. Если говорить о умысле самого потерпевшего, вот как пример могу привести. У нас в Российской Федерации был такой случай, когда суд отказал в удовлетворении иска гражданину о возмещении вреда, причиненного здоровью. Ситуация сложилась в чем? Гражданин, находясь под стражей, проглотил железную проволоку. Таким образом, он хотел попасть в медицинское учреждение. Соответственно, его сотрудники полиции, где он содержался, его доставили в медицинское учреждение, где его проконсультировали и рекомендовали госпитализацию данного гражданина. Вместе с тем, госпитализирован он уже был, когда пошло ухудшение здоровья, соответственно. Вот. И в дальнейшем данный гражданин обратился с иском в суд и сказал о том, что вследствие халатного отношения к нему со стороны органов полиции был причинен тяжкий вред его здоровью. Но суд все-таки сделал вывод о том, что данный вред был причинен вследствие непосредственно действий самого данного лица, в связи с чем он не возместил данный ущерб. Угу. А скажите, если вот такой пример рассмотреть, сейчас у нас идут в столице Симферополя, да, активные ремонтные работы, дорожное в том числе покрытие, и вот мы видим, переходя дорогу, даже вот вы тоже тут рядом, да, работаете, вот, например, на Севастопольской, люди переходят по пешеходному переходу через дорогу, и при этом рядом работает экскаватор, да, который копает, то есть там маленький мостик, большая очень вероятность свалиться, там буквально это все происходит в метре от того места, где люди идут. Вот если человек все-таки вот он в таком случае, он подскользнулся, упал, попал даже там под этот эскалатор или что-то, да, и ему были нанесены какой-то вред был причинен человеком. То есть вот в таком случае это кто должен нести ответственность? Получается, подрядчики, которые выполняют вот эти работы, они же, наверное, какие-то ограждения должны, да, сделать. В любом случае, да. Администрация города. В любом случае деятельность, связанная со
строительными ремонтными работами, она также относится к деятельности, связанной с повышенной опасностью. То есть в данном случае ответственность возлагается на владельца источника повышенной опасности. То есть, производя строительные работы, либо ремонтные работы, должны быть предусмотрены все меры именно владельцем источника повышенной опасности. То есть, соответственно, если эти меры не предусмотрены по вине самого владельца источника повышенной опасности, либо без его вины, то возмещение вреда, обязанность возлагается также на него. То есть они должны обеспечить безопасность. Конечно, да, да, людей. проводя ремонтные работы, да. Если кто-то пострадает, он может подать иск о возмещении вреда, в том числе, наверное, и какого-то вреда своему здоровью, если он нанесен. Конечно, вот конечно, к да. этим людям, которые отвечают в первую очередь за проведение этих ремонтных работ. Да, Правильно? и к собственникам, опять же, этих источников повышенной опасности. Все зависит от того, чем непосредственно был причинен вред. Если вследствие проведения строительных работ, то есть это, опять же, как вы говорите, выкопанная яма, да, куда там мог человек подскользнуться, провалиться, то владелец источника повышенной опасности не отвечает за это, отвечает подрядная организация, которая проводит данные ремонтные строительные работы. А если вред был причинен, опять же, эскалатором, да, каким-то, который проводит там ремонтные работы данной дороги, то уже ответственность возлагается на лицо, владеющее данным источником повышенной опасности на законных основаниях. Спасибо. Ранее вы говорили, что чаще всего вопросы, связанные с возмещением вреда, возникают в случае дорожно-транспортных происшествий. Есть ли вот какие-то особенности, на что следует обратить внимание, если люди действительно пострадали в результате ДТП, и как в таком случае можно возместить моральный, материальный вред? Безусловно, при рассмотрении данной категории имеются свои особенности, поскольку вред, причиненный гражданину в результате дорожно-транспортного происшествия, признается, как я уже указывала ранее, вредом, причиненным источником повышенной опасности. И в силу требований закона вред, причиненный источником повышенной опасности, подлежит возмещению лицом, владельцем данного источника повышенной опасности, вне зависимости от наличия его вины. При этом вред считается причиненным непосредственно источником повышенной опасности, если вред был причинен в результате действия самого источника повышенной опасности, либо проявления его вредоносных свойств. В то же время вред может быть причинен не в результате указанных действий, да, источника повышенной опасности, либо проявления его свойств, тогда вред возмещается на общих основаниях. Вот это если пример привести, к примеру, когда автомобиль у нас относится к источникам повышенной опасности, но если он не приведен в действие, да, он стоит на месте, на стоянке, и при этом пассажир, который находится в указанном автомобиле, открывает дверку автомобиля и причиняет вред пешеходу, который проходил рядом с автомобилем, то уже вред будет взыскиваться на общих основаниях. Кроме того, хотелось бы также еще отметить, что в данном случае следует различать случаи, когда вред причинен третьим лицам и когда вред причинен самим владельцам транспортных средств. Если вред причинен третьим лицам, то есть это у нас могут быть пассажиры, пешеходы, при взаимодействии двух источников повышенной опасности, то данные владельцы источников повышенной опасности, то есть автомобили, несут солидарную ответственность. Солидарная ответственность – это когда у нас имеется несколько источников повышенной опасности, несколько автомобилей, по вине которых происходит дорожно-транспортное происшествие. Тогда гражданин, который потерпел в результате данного происшествия, он вправе обратиться к любому из владельцев источников повышенной опасности. Он сам выбирает обращаться либо сразу к двум владельцам, либо к одному из них, и сумму и размер взыскиваемого ущерба с них он также определяет самостоятельно. Если же говорить о причинении вреда жизни и здоровью самим владельцам транспортных средств, то здесь вред взыскивается на общих основаниях. Но здесь при рассмотрении дел судами указанной категории, опять же, следует иметь в виду некоторые особенности, что если вред причинен одному из владельцев по вине другого, то вред возмещается виновным. Если же при наличии вины лишь владельца, которому причинен вред, то такой вред ему не возмещается. При наличии вины обоих владельцев транспортных средств, то размер компенсации вреда учитывается с учетом степени вины каждого из них. И если же отсутствует вина каждого из владельцев транспортных средств, то есть оба не виноваты в совершении дорожно-транспортного происшествия, тогда возмещение вреда не может быть возложено ни на кого. Сложно, конечно, так сразу воспринять, много таких тонкостей, нюансов. Но вот интересует еще какой момент. Вначале вы сказали, что если третьи лица пострадали, да, вот, допустим, произошло ДТП, столкновение двух автомобилей, да,
то при этом он, пострадавшее третье лицо, пешеход может обратиться, ну, к примеру, пешеход может обратиться сразу к обоим, правильно я понимаю? Да, к обоим. То есть независимо от степени вины и вообще кто из них виноват? Вне зависимости от степени вины, да, он сам определяет, то здесь установлена именно солидарная ответственность, когда сам потерпевший определяет, с кого взыскивать, сколько взыскивать. Он может с одного, к примеру, взыскивать 30% понесенного материального ущерба, с кого-то 70%. То есть здесь все зависит от выбора самого потерпевшего. Ну, это тоже все происходит в судебном порядке, правильно? Да, естественно. То есть в таком случае не надо ждать, пока, допустим, там, если суд докажет, что именно вина того или иного, можно сразу обратиться с иском. Конечно. Обычно при совершении дорожно-транспортных происшествий виновные лица, водители, да, они привлекаются к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Соответственно, уже само привлечение к ответственности, к административной, будет свидетельствовать о том, что в действиях данного водителя имеется вина. Но поскольку, опять же, он владеет источником повышенной опасности, соответственно, здесь даже вне зависимости от наличия его вины вред будет возмещаться потерпевшему. Спасибо. Я хочу напомнить еще нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, поэтому звоните, задавайте свои вопросы. У нас осталось еще до завершения нашей программы немного времени, поэтому мы успеем на них ответить. Скажите, пожалуйста, а наличие ОСАГО играет какую-то роль в возмещении вреда в случае ДТП? Да, конечно, ОСАГО также играет свою роль. У нас в соответствии с федеральным законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца транспортных средств, каждый владелец транспортных средств обязан зарегистрировать, застраховать риск своей гражданской ответственности, который может наступить вследствие причинения вреда третьим лицам при использовании данного транспортного средства. И при предъявлении требований непосредственно к владельцу транспортного средства суд при рассмотрении дел такой категории вправе привлечь страховую организацию. Опять же, для того, чтобы возможно было возместить вред за счет непосредственно страховой организации. Если сумма возмещения вреда не превышает установленную данным федеральным законом страховую выплату, тогда суд принимает решение о взыскании вреда непосредственно со страховой организации. Если же сумма не покрывает понесенного ущерба, тогда вот эта вот разница, она именно выплачивается причинителем вреда и владельцем источника повышенной опасности. Расскажите, пожалуйста, а какой размер возмещения вреда и от чего он зависит? Если говорить о материальном вреде, то размер его зависит от величины понесенных затрат. Опять же, как я указывала, это могут быть затраты на лечение, на санаторно-курортное оздоровление, это может быть приобретение медицинских препаратов, также это может быть оказание нескольких видов медицинской помощи, это может быть приобретение специальных технических устройств. Если гражданин, допустим, остался инвалидом и требуется приобретение специальных технических устройств, тогда, соответственно, это тоже включается. Их стоимость тоже включается. Да, их стоимость и приобретение также включается в размер понесенных затрат. Кроме того, что же касается морального вреда, то в любом случае при причинении гражданину вреда его здоровью, в любом случае данный гражданин несет нравственные и моральные страдания. То есть в данном случае причинение самого морального вреда при рассмотрении указанной категории дел, оно предполагается. То есть при рассмотрении дел в суде следует установить только размер причиненного вреда и доказать указанный размер. Поэтому, поскольку потерпевший во всех случаях испытывает нравственные и моральные страдания, здесь опять же остановлюсь на том, что главным является размер морального вреда. И при рассмотрении дел указанной категории и установлении размера компенсации морального вреда суд исходит из требований разумности, справедливости, из учета обстоятельств дела, то есть при каких, допустим, погодных условиях было совершено дорожно-транспортное, к примеру, происшествие, либо учитывает, опять же, поведение самого потерпевшего, была ли грубая неосторожность с его стороны, либо эти были виновные действия самого потерпевшего. То есть каждый случай, он индивидуален, и здесь необходимо лицу, которое обратилось с иском в суд о возмещении морального вреда, доказывать именно свои нравственные и моральные страдания. Что касается, если более подробно посоветовать нашим телезрителям по возмещению материального вреда в таком случае, как вы сказали, это могут быть расходы на медикаменты, на какие-то технические средства, если уже там серьезный нанесен вред здоровью и человек получил инвалидность. Что еще нужно обратить внимание, на что, чтобы это действительно послужило доказательством этих расходов? Это сохранение чеков, может быть, или... Конечно, безусловно. Это, во-первых, какие-то поездки. Это назначение
назначения врачей, это чеки на приобретенные лекарства, на препараты. Здесь бы хотелось бы еще отметить, что он имеет право на возмещение указанных затрат, если он не имел права получить их бесплатно. То есть, если он не имеет права их получить бесплатно, тогда он может взыскивать с виновного лица. Если же он имел право на получение бесплатно данных медикаментов, либо каких-либо средств, тогда уже данный вред не подлежит возмещению. То есть, если он пошел в платную клинику, к примеру, да, ну, хотя имел право на повреждения, да, то тогда уже платные услуги они не будут компенсировать. Да, конечно. Если он имеет право на получение бесплатной медицинской помощи, но не воспользовался своим правом, то тогда уже данный вред не подлежит возмещению, не включается в сумму. Ну, расходы на транспорт, например, на дорогу до места лечения, еще что-то, это учитывается? Вообще это учитывается, но это очень сложно доказать о том, что именно в данный период времени, в данный момент ты пребывал в больнице, ты ехал именно по этим целям, непосредственно, да, в то или иное место. Да. Пункт назначения. А какова роль вообще прокурора при рассмотрении судами дел вот подобного рода о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью граждан? И в каких случаях именно прокуратура участвует в подобных процессах? Безусловно, прокурор также играет свою определенную роль при рассмотрении дел указанной категории. И в соответствии с частью 3 статьи 45 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации прокурор в обязательном порядке вступает в процесс, и после исследования всех доказательств по делу перед стадией судебных прений он дает свое заключение по существу спору. Что такое заключение прокурора? Это его мнение о том, как должно быть разрешено дело, которое высказывается беспристрастно и на основании всех исследованных фактических доказательств. Кроме того, хотелось бы отметить, что заключение прокурора само по себе, оно не является обязательным для суда и носит лишь рекомендательный характер. Да, но это не лишает права прокурора как участника процесса в случае несогласия с решением суда первой апелляционной инстанции, если занижен размер возмещенных затрат, либо он, наоборот, уменьшен. Соответственно, прокурор также вправе обратиться в суд апелляционной, кассационной инстанции с соответствующими апелляционными, кассационными представлениями, либо, опять же, с заявлениями о пересмотре решений, состоявшихся по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. И хотелось бы также отметить внимание наших телезрителей о том, что даже если прокурор не участвовал в такой категории дел по каким-либо обстоятельствам, это все равно не лишает его права на обжалование состоявшихся судебных актов. То есть прокурор в любом случае принимает участие в таких процессах, да, по возмещению материального, по возмещению материального и морального вреда, причиненного непосредственно здоровью. Спасибо. У нас есть звонок с вопросом от наших телезрителей. Давайте послушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот у меня, моего сына, в позапрошлом году, в 2016 году задавило машиной. Он шел по дороге ночью, его задавило насмерть. И дело в том, что этот человек не помог ему, он уехал. Он погиб. И вот у меня теперь такой вопрос. Я могу в суд подать, и на кого я могу подать в суд? Человека не нашли. Исковая давность скоро закончится. 3 года, там, 2 месяца, что ли, нам дали. Вот что на кого я должна в суд подать? Не установлена его личность на сегодня, да, вот этого, который его сбил? Не установлена личность? Нет, не установлено. Они просто сказали, что он успел сказать, что красный форт, ну, в общем, не нашли. Одним словом, не нашли этого человека, этого водителя, ни машины, ничего не нашли. Спасибо за ваш вопрос. Здесь, к сожалению, вред возможно взыскать только с владельца транспортного средства, которое либо владело на праве собственности, либо на праве оперативного управления, либо на каком-то ином законном основании владело данным транспортным средством. То есть в данном случае только устанавливать, кто был за рулем, либо кто собственник данного транспортного средства, и уже непосредственно к нему обращаться в суд о возмещении как морального, так и материального вреда.
Ну, то есть, если личность не установлена, получается, да, вот номера машины никто не увидел, не было свидетелей, то уже, Да, к сожалению, к в таком сожалению, случае материальный и моральный вред уже не с кого просто взыскивать. установить невозможно. Конечно, очень важно в таких случаях посоветовать нашим телезрителям, я думаю, которые, может быть, в подобной ситуации оказались, особое внимание обратить на первое время, когда произошло ДТП, да, и максимально направить все свои усилия на поиск свидетелей. Да, установление личности, поиск свидетелей, каких-либо Обращение в фактов. СМИ, там, в соцсети на сегодня. На сегодняшний день это очень популярно, да, на самом деле, обращение в соцсети, потому что это очень люди быстро отзываются, распространяется, да. и отзываются, и, возможно, таким путем как-то Объявления возможно найти наклеить, опять же, свидетелей. да, какие-то в том же месте, где это произошло, и всячески пытаться вот установить свидетелей. Если их нет, то, конечно, доказать очень сложно. Да. Спасибо большое вам за ценные советы и разъяснения. Анна Владимировна, время нашей программы уже подошло к завершению. У нас один, по-моему, еще звоночек есть на связи, и звонок уже сорвался, поэтому мы будем уже прощаться. Я желаю успехов вам в вашей работе и по защите прав граждан, которые действительно пострадали в результате причиненного материального вреда, да, и морального вреда. И желаю, чтобы действительно таких случаев было меньше, когда люди страдают в результате ДТП, страдают их жизнь, их здоровье. И хочу напомнить нашим телезрителям, что сегодня мы говорили о том, как возместить материальный и моральный вред, причиненный жизнью и здоровью граждан, а также о порядке защиты прав в суде в таком случае. У нас в гостях была старший прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Республики Крым Анна Корчагина. У меня на этом все. Прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Мы увидимся в следующую пятницу в это же время в 19:00. Оставайтесь на нашем канале. Всего доброго.